Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас пешая прогулка и начинается новый этап на моем канале. Я перехожу на русскоязычный YouTube. И ставьте лайки, смотрите видео дальше, будет интересно и красиво. Ну, постараемся снять красивые кадры. Вот сегодня спонтанно решили вот сходить в пешую прогулку. Так, еще я себе купил новую камеру, экшн камеру. Ну, не то, что новую. Я с рук купил. Вот сегодня вот испробуем. Ну, как раз я на нее и снимаю. Никогда вот себе не покупал. Ну, бывало то, что покупал китайскую камеру экшн. Но у меня ничего не получалось. И вот руки не доходили до экшн камеры. Но сейчас у меня вот YouTube канал. И вот есть веская причина пользоваться этой камерой. Туда, где мы направляемся, там, ну, туда доходят машины, но мы постараемся вот через 10 идти. Ну, как бы приключения на свою жопу. Вот первые 3 выпуска я выпустил на своем канале. Ну, они на якутском языке. Вот хотелось бы, ну, не хотелось бы, как это сказать. Ну, мне сложно вот говорить по-русски, да, это не мой родной язык. Но вот постараемся вот по-русски разговаривать и показывать его. Меня побудило на то, что на это видео, да, снять такое видео, travel видео. Reels в инстаграме, да, иностранцев. Они тоже вот гуляют, в гору забираются, по лесам ходят. Ну, я подумал, что бы нет, тоже у нас в Якутии такое строить. У нас тоже природа красивая. Хочу показать это вам, своим подписчикам. У нас вот здесь имеется термосумка, там внутри еда, припасы. Ну, думаю, что мы за пару часиков справимся, отснимем нужный материал. Жаль то, что у нас вот, ну, вообще по стране вот стоит пандемия коронавируса. И вот мероприятия подобные, как вечеринки, там, скопление людей вообще вот запрещается, да, проводить какие-то мероприятия, вот поэтому становится все сложнее и сложнее жить. Весь день сидеть дома, это скучно, да? Вот так вот. Вау. Ладно, да? Вау. Красиво, да? Красиво жить не запретишь. Я уже устал. Мы пока не вышли из деревни, но мы устали уже. Уже дико вспотели. У нас оборудования там много. DSLR камера, квадрокоптер, термос, еще еда. Еще вот тепло одеты. У нас сапоги новые. Очень тяжелые, оказывается, ходить в них. О, Куватя! Тут Тограчерна. Бабар. Ага. Зря я надел красную куртку, да? Вот сейчас вот зверей бы видели. Подошли бы поближе. Сейчас вот как я. Сигнал СОС для лесных братьев. О, Надежд. Байлах. Ду, мастан харт үстеді. Солай деп қой. Түрттас бітті. Бұл ұрыққу ғасуд. Рата жеп. Хоқ.
Ой, блин, откуда отойдем? Следы косули. Аритон вот кос. А так, блин, хасердейм бала. Окей? Мунутун сол. Тихо, тихо. Jarma, to'xta. Jarma. Ne terminator var. Ne? Mending yang ikut kurang kerja. Bu herta bala, hepili. O buruk ini. Пойди кого будет? Баба, иди. Давай. Вот туда. Прикурить. Наверное, вот в такие прогулки ходят люди, только подготовленные. Я уже вот недалеко от деревни, вот я уже стал. Уже сил нету дальше идти. Да, конечно, пойдем. Сколько сил хватит, сколько времени хватит, пока не стемнело. И поближе к вечеру вот вернуться бы домой. А да, что будет клиентам кустатах путно? Прямо. Туртастарда. Туртастар чубрик жебетер. Ой, так, у нас вот маршрут изменился, вот планировал пойти прямо, а оказывается, это слишком далеко для нас. И вот сейчас вот зайдем в один лаз, называется Булгинахтах. Вот там лаз и вокруг, не вокруг, а в центре лаза есть вот возвышенность небольшая. И это называется у нас Булгинях. Вот вышли на линию электропередачи нашего наследия. Из Бесяха вот идет такая линия электропередач до нашей деревни и еще дальше идет там до Тенгулюнцев, до Донбассов. А так чуп-чук делать? А? Чуп-чук делать? Вообще рапода, оказывается, вот по лесу шли, да, вообще жестко устали. И на дорогу вышли, оказывается, недалеко отошли от деревни. Думал, что мы вообще до безумия далеко дошли. Но тут неподалеку есть склеп Утаганши, это шаманка, женщина-шаман. Вот ее склеп есть вот вблизи, там, где мы находимся. Вот. Мне очень рекомендуется туда заходить по якутским поверьям. Поэтому решили пойти обойти, потом вообще решили в другое место сходить. Ну вот сегодня мы идем, вот и весь день у меня мерещится всякое перед глазами. То ли это косули, то ли зайцы, то ли вообще глюк, мираж. Ну, снег у нас не глубокий, но идти, оказывается, сложно. Мы уже устали. Ой, собачка там, кстати, сидит. А? О, это Москвы. Собачка плюшевая. Или барашек, что ли? Что это? Ну и, короче, игрушка плюшевая. Оставили. Что это? Что ты такой? Песик пэт. Ну, я здесь часто проездом бываю. Ну, что я хотел сказать? А где-то в 2006 годах где-то. Ну, в конце нулевых, да? А там
Но когда у нас паводок тогда был сильный. И поэтому вот место Эсэха перенесли вот сюда. Эсэх — это местный Новый год якутский, который отмечается летом. Потому что если ты прошел всю зиму, остался жив, то это праздник, и поэтому летом отмечаем такой праздник Якуты. Так вот. На зимы суровые, но мы уже адаптировались. Мы уже привыкли к таким морозам. В минус 50, да. Идти по улице, есть мороженое, это для нас нормально. И, конечно, это же безумие. Ну, можно есть. Я пару раз ел, даже пробовал в детстве. Когда чего-нибудь сладкого захотелось. Можно вот покушать в минус 50 мороженое на улице. Резко вытащили экшн-камеру и начинаем снимать, да. Вот зашли вот в само это место. Вот мы внезапно увидели там какой-то объект белый. Оказывается, это у нас Барахриман, Балы, Харна. Ага. Это у нас, оказывается, снежный человек, тем более. Человек из снега. Снеговик, да, вот вообще из головы вылетел. Снежный человек. Снеговик, да. Ух. И кто это сделал? Она говорила, лежит в доме. Мы делаем контент, а они делают снеговики. Уже давно стоит. Она видно, да? Елка. Мини-елка. Маленькую елочки. Уленька зимой. Еще путешествовала, да? Тосковая, да? Че бы ты? Лохсонар, барола. Как можем, так и развлекаемся. На самом-то деле на развлечения и времени нет. Да, давай кушать. Кушать пора. Люблю кушать. Сейчас давай вытаскивай нашу пищу. Пищу богов и путешественников. Путехтуру. Ай. Ладно, стал охранника делать. Вот надо было принести с собой оладушки и водичку 40-градусную. Вот матушку природу надо подкармливать. Не то что подкармливать. Поехала. Просто угощать из своего припаса. Знак уважения. Знак уважения.